не пытаться, ці доўга нам яшчэ ісці у цемры. Ёсць нават не пытаться, ці доўга нам яшчэ. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы Радыё Марыя. Сённяшнім госцем нашай студыі Тацяна Бурава, дырэктарка міжнароднай грамадскага аб'яднання SOS «Дзіцячая вёска». І першая неспадзяванка, которая менавіта мяне чакала, што SOS не мае ніякага дачынення да міжнароднага покліча «Ратуйце нашыя душы». Вось тады першае пытанне будзе такое, што гэта, чаму дзіцячая вёска менавіта, чаму SOS? Вось раскажыце трошачкі, таму што гісторыі шмат, я так разумею, пра пачатак і што гэта за арганізацыя такая? Да, добрый день всем. СОС на самом деле это не «Спасите наши души», хотя почему-то многие ассоциируют именно так. С самого начала, если рассказывать про организацию, то истоки идут сразу после Второй мировой войны. Из Австрии был такой Герман Гмайнер, он был вообще сам врач по образованию, он прошел через войну, и для него была очень больная тема дети, которые остались без семьи, потому что он сам получился, что остался достаточно рано без родителей, и их воспитывала старшая сестра. И для него было важно подумать и попытаться создать систему поддержки этих семей. И появилось название СОС, потому что СОС – это аббревиатура, если переводить на русский язык, аналог «социальная поддержка общественности для кого-то». Вот так и получилось. Как бы СОС – это как социальная поддержка общественности, это когда само общество делает что-то социальное для того, чтобы поддержать тех, кому хуже живется. А «Дзіцячая вёска» – это потому, что это было для детей, и первые программы выглядели действительно как сеть домиков в одной какой-то местности, в которых подбиралась СОС-мама, это женщина, которая воспитывала детей, и дети, которые остались без своей семьи в результате войны. Так и появилось, то есть домики, если это сеть домиков, это как маленькая деревушка, поэтому «Дзіцячая вёска». А СОС, потому что это программа социальной поддержки самой общины, самой местности, потому что средства на содержание этого собирались с людей. То есть это была благотворительность за счет людей, которые живут в этом сообществе, для того, чтобы поддержать вот этих детей. Поэтому в комплексе так и получилось СОС «Дзіцячыя вёскі». І гэта міжнароднае аб'яднанне, так? Раскажыце, у колькіх краінах это прадстаўлена і колькі вёсак таких уже есть у Беларуси? Угу. Вот да, это мы являемся членом большой международной организации. В 135 странах есть СОС «Детские деревни». И это не просто, скажем так, деревни, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Это большая программа, где есть разные проекты и разные направления деятельности по оказанию поддержки тем детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это могут быть дети без семьи, это могут быть дети в семье. И тогда помощь оказывается не только этим детям, но и их родителям. У нас в Беларуси 3 таких СОС «Детские деревни». Детская деревня Боровляны, СОС «Детская деревня Могилёв» и СОС «Детская деревня Марина Горка. Самой старшей нашей детской деревне уже 25 лет, а самая маленькая наша детская деревня была запущена в 2010 году. Это такая младшенькие наши в Могилёве. Вось вы дапамагаеце людям, сем'ям у цяжкіх жыццёвых сітуацыях, которые апынуліся, так? Вы можете больш канкрэтна насыціць гэты тэрмін? Што маецца на ўвазе? Потому что я думаю, што многія могуць пра сябе сказаць, што я таксама ў цяжкой жыццёвай. Так ці ёсць у яго такое напаўненне канкрэтна? Для нашей организации, да, есть. Потому что мы говорим о том, что мы помогаем детям, которые остались без попечения родителей, и мы помогаем детям,
детям, которые рискуют потерять попечение родителей по разным причинам. Поэтому для нас все равно в центре внимания это ребенок. Если мы говорим о семье в трудной жизненной ситуации, это семьи, в которых возникают различного рода сложности, из-за которых ребенок может потерять свою семью. Либо сам уйти из семьи, либо родители не способны уже ребенку давать то, что им необходимо, либо местные органы власти пристально наблюдают за семьей, потому что есть сомнения о том, что действительно это то, что надо ребенку для его развития. Вот такие семьи мы стараемся подхватывать как можно раньше, на ранних этапах, для того, чтобы действительно им помочь справиться с сложностями, чтобы ребенок сохранил свою семью. Ну а если это уже нереально, то тогда, чтобы новая семья для ребенка действительно могла предоставить то, что не смогла предоставить родная семья. И тогда уже это СОС-семьи, либо тогда это какие-то совместные проекты по поддержке приемных семей и детских домов семейного типа государственных. Як пра вас даведваюцца і як вы даведваецеся пра такія сем'і? Вось як інфармацыя ідзе? Разные на самом деле источники информации, как семьи про нас узнают. Работает сарафанное радио. Это, наверное, такой самый большой источник информации для семей. И часто семьям подсказывают, куда обратиться, либо государственные структуры, есть информация в школах и в детских садах, там, где мы работаем, есть информация в больницах, потому что там, в принципе, знают, что мы есть, и знают, куда направить. К нам то же самое, к нам поступают семьи либо по ходатайству, иногда обращаются со школы, иногда обращаются сами семьи, иногда обращаются наши партнеры, иногда обращаются друзья семьи о том, что вот есть семья, можно она обратиться за помощью. То есть тут тоже абсолютно разные каналы, как семья может прийти к нам и как мы можем узнать о семье. А территориально это вся Беларусь? Нет, это не вся Беларусь, потому что, во-первых, у нас нет, к сожалению, нет таких ресурсов, чтобы мы могли работать во всех регионах. Мы работаем в 2 областях, Могилевская область, Минская область, и мы работаем только в тех регионах, где мы предоставлены. Если брать Минскую область, это Марьино Горко-Пуховичский район. Чуть-чуть мы стали теперь выходить за рамки, мы работаем в Червинском районе, но совсем чуть-чуть, который примыкает к Пуховичскому району. Если говорить про Боровлянскую детскую деревню, то это Минский район, Боровляны и город Минск, потому что у нас в городе Минске есть отдельный проект для оказания помощи молодым мамам с детками, и у нас в Минске Центр поддержки молодежи находится, поэтому, то есть это Минский район, город Минск, Марьино Горко-Пуховичский район, и это город Могилев, Могилевская область в области оказания дополнительной поддержки приемным семьям, детским домам семейного типа. Хотели бы расшириться, я думаю. Были бы, знаете, были бы ресурсы, мы бы знали, что делать, как называется. Понятно, что к нам иногда обращаются, было бы хорошо, может быть, и в эту область. И понятно, что в любой области есть моменты, где было бы хорошо подключиться к тому, что уже делается, для того, чтобы помощи было больше, помощь была качественнее. Понятно, что ресурсы, которые есть, они всегда ограничены. А чем больше организаций объединяются, тем больше помощи можно предоставить. Но, к сожалению, у нас такой возможности нет на данный момент. И если рассматривать перспективу развития с учетом только международных субсидий, то это не получится, потому что там ресурсы тоже ограничены, мы их знаем на стратегическое планирование, то есть мы планируем, как мы будем использовать, и поэтому пока нет. Угу. Если вдруг получится так, что, не знаю, вдруг что-то случится, и мы получим дополнительное финансирование, то тогда, да, конечно, такие вопросы будут рассматриваться. Якую допомогу вы оказываете семьям? Все зависит от самой семьи. Вообще комплекс очень разный. Перед тем, как мы начинаем работать с семьей, мы анализируем, что необходимо самой семье. Анализируется это вместе с семьей, и это не всегда быстрый процесс, потому что когда семья сразу приходит к нам, понятно, что это часто кризисные ситуации, не всегда семья даже может сразу сориентироваться, что ей надо. Тогда специалисты просто помогают выйти на какой-то уровень, что необходимо.
Плюс мы делаем еще такую экспресс-диагностику потребностей семей сразу, и тогда уже потом работаем для того, чтобы составить конкретный план, как помогать семье. В зависимости от того, в какой ситуации семья, это может быть психологическая поддержка, это может быть педагогическая поддержка семьи, это может быть экономическая поддержка в области, каким образом не просто получить дополнительные знания и навыки там, финансовой грамотности, но в том числе и как заявить о себе работодателю, написать. Иногда это дополнительные курсы по трудоустройству, иногда это дополнительные курсы по дополнительным трудовым навыкам. Это может быть материальная поддержка в экстренных ситуациях, когда, например, нужно купить ребенку одежду, обувь, или когда нужны материалы для ремонта помещения, где живет ребенок. Иногда это мебель для ребенка необходимая. Но, опять же, материальная помощь у нас достаточно так лимитированная. Это в экстренных ситуациях. Больше упор мы делаем на психологическую, педагогическую поддержку. У нас достаточно большая программа обучения родительским навыкам, потому что родители, все мы должны знать, как общаться с ребенком и уметь это. И не всегда, к сожалению, это рассказывается в школе или в институте. У нас, возможно, поддержка юриста, если это необходимо по каким-то вопросам получить консультацию. Есть консультации базового уровня, которые могут оказать наши специалисты, потому что у каждого специалиста есть опыт и дополнительное обучение в этой области. Есть консультации, когда мы приглашаем специалистов внешних, которые действительно могут предоставить узкую консультацию именно по данному вопросу. Поэтому помощь, спектр такой достаточно разнообразный в зависимости от проблемы. Бывают случаи, когда семья находится в такой экстракризисной ситуации, ей необходимо предоставить место временного проживания. Мы такую возможность предоставляем для мамы, для детей, либо для мамы и для ребеночка. Это все зависит от ситуации. Такое тоже бывает. Поэтому сказать, что, например, каждая семья, которая пришла, получит идентичную помощь, нет, не получит. Все зависит от того, какая проблематика в семье и что там на самом деле надо. І мені цікаво, що імпульсом для сімей з'являється для того, щоб до вас звернутися? Желание сохранить ребенка. Желание стать для ребенка лучше. Вот это, наверное, главный импульс. Потому что каждый ребенок должен жить в заботливой семье и ощущать, что его любят, что его действительно заботятся. Это не... это не материальная составляющая. Это действительно семья может и достаточно небогато жить, скажем так, но при этом давать ребенку ту любовь и ту заботу, чтобы ребенок действительно чувствовал, что он нужен, важен, и чтобы он вырос личностью. Вот это желание стать для ребенка лучше, наверное, это основная мотивация. Сохранить и стать лучше. И это, я еще раз подкреслю, все бесплатно. У нас все бесплатно, да. Это бесплатный перечень, когда семья может получить это. Поэтому и получается, что мы предоставляем помощь бесплатно. Всегда есть но. Потому что если бы... во-первых, бесплатный сыр только в мышеловке. Во-вторых, если на самом деле серьезно говорить, то все, что предоставляется бесплатно и дается легко, оно не очень ценно. И то, что предоставляется бесплатно, все равно на самом деле на это же тратятся достаточно большие ресурсы. Просто ресурсы тратят не семья, ресурсы тратят доноры, друзья организации, люди, которые хотят помочь тем, кто рядом и так далее. То есть это достаточно большие ресурсы. И мы прекрасно понимаем, что если мы хотим действительно помогать семье, то наша задача не сделать семью беспомощной и иждивенческой, которая все время надеется на то, что ей будут все помогать, а сделать семью действительно полноценным участником процесса и сделать так, чтобы семья почувствовала, что она может. Она сама может прекрасно справляться со сложностями. Неважно, даже если в будущем эти случаи возникнут снова, она знает, куда обратиться, где ей могут помочь, где ей могут подставить плечо, но в принципе она совсем справляется сама. И для нас это больше ценно. И это задача основная наша — сделать семью самостоятельной. Поэтому, да, у нас тоже есть но. Мы делаем все бесплатно, но мы делаем это вместе.
Есть вещи, которые мы делаем для семьи, есть вещи, которые сама семья делает для себя. Это обязательное условие. Семья подписывает соглашение, в котором прописывается, что они делают, что мы делаем. Есть четкий план, где проставлены дедлайны, где написано, что семья должна сделать, за какой период, какую помощь она получить. Конечно, семья должна быть активной, потому что мы же не можем догнать и вручить нашу помощь. Семья должна эту помощь принять, должна сказать: да, я помогаю, я понимаю, я нуждаюсь в вашей поддержке, и я буду делать для того, чтобы действительно это работало, потому что мы можем рассказывать как угодно, давать какие угодно новые знания, если семья это не будет использовать, это не будет работать. І гэта штосьці невыканальнае, гэта штосьці цяжкое. Вось што такое дэдлайны нават і план. Знаете, я для людей, которые с этим никогда не сталкивались, это не тяжело, это страшно. Да? Когда я первый раз вижу вообще срок, который мне надо что-то делать, это страшно. Так. Но с другой стороны, когда на самом деле я привык все время сталкиваться со сложностями, я не могу сам выбраться из этого, я не вижу четкого коридора. Вот эти самые вехи, когда есть сроки, когда есть маленькие действия, что я должен когда сделать, они дают мне толчок, как выстроить свою жизнь. Потому что я понимаю, что я должен сделать сегодня, что я должен сделать через неделю, и потом я вижу результат того, что я достиг. И это, конечно, дает человеку такую, знаете, когда я справился с маленькой сложностью, я это могу, значит, я могу справиться и с большой. Это тоже момент такой дополнительной мотивации. И это тоже дает ощущение человеку, что он может с этим справиться, он не беспомощный, и на самом деле он может и дальше идти, и делать еще какие-то большие шаги, и достигать каких-то более важных целей. Но это все выстраивается постепенно. Але з людзьмі, которые хочуць толькі атрымліваць, не хочуць працаваць, вы прерываете мы прерываем, да, но у нас есть достаточно такие, я не могу сказать суровые, с моей точки зрения это честный момент, потому что мы сразу об этом предупреждаем. Если семья не будет выполнять то, что они обещали, мы не можем работать в одностороннем порядке, тогда мы прощаемся. Бывают объективные моменты, когда семья не может справиться в срок по каким-то причинам. Бывают объективные причины, почему семья не сделала это или это то, что они обещали. Это объективные причины. Бывают очень субъективные причины. Не смогла, потому что не захотела. Не смог, потому что не захотел. Вот когда это субъективные причины, когда за этим стоит то, что на самом деле семья не хочет меняться, извините, мы действительно очень ограничены в ресурсах, и мы будем помогать тем, кто хочет справиться с ситуацией. Может быть, это будет более тяжелая помощь, более интенсивная помощь, но мы будем знать, что мы работаем не в холостую. И для нас это тоже важно. А колькі часу вы курируете одну семью? Все зависит от ситуации в семье, все зависит от того уровня сложности, с которыми семья сталкивается. В среднем получается, что весь процесс около 1,5 лет занимает в среднем. Иногда бывает быстрее, иногда бывает дольше. Все зависит от ситуации в самой семье. Были семьи, которых мы курировали более 3 лет. Были семьи, которые мы курировали всего год. Все действительно зависит от ситуации в семье. И как быстро можно с этой ситуацией справиться. Люди, которые имеют проблемы с алкоголем, уваходятся в это? Мы работаем, это не совсем наша целевая группа. У нас в стране есть организации, которые работают с этими профессионально. Мы сотрудничаем с этими организациями, потому что у нас есть семьи, которые зависимые, созависимые. Мы тогда выходим на наших партнеров или организаций, которые с этим работают более профессионально. У нас есть общество анонимных алкоголиков, у них программа профессиональная. Тогда мы переключаем на них, а мы уже работаем с созависимыми, с самой семьей, с детьми и так далее. Мы работаем с семьями, у которых была алкогольная зависимость, которые в состоянии ремиссии. Потому что алкоголизм, к сожалению, это болезнь, и для человека тоже очень важно, когда он в состоянии ремиссии, он не пьет, а вовремя оказать поддержку, чтобы он не вернулся на этот круг. Но с семьями, которые находятся на данный момент в такой жесткой алкогольной зависимости, мы, к сожалению, не работали. У нас был опыт, мы отказались от этого опыта, потому что есть организации, которые все-таки работают с этим профессионально, а мы стараемся не дублировать услуги. И есть семьи, которые нуждаются в нашей поддержке здесь и сейчас, и очень сильно, и мы работаем с этими семьями. І тады пытанне, которое мяне з самого пачатку, я вам казала, цікавіла вельмі спецыялісты.
Да. Адкуль вы іх бераце, таму што сферы просто Беларуси. З Беларусі да. І самі іх падрыхтоўваеце ці знаходзіце? У чым складанасці тут? Ну, вообще процесс достаточно сложный. Почему? Потому что, ну, скажем так, помимо тех требований, которые есть в государстве, помимо той квалификации, которая требуется у нас в соответствии с законодательством Беларуси, у нас еще есть очень много требований, которые выдвигаются со стороны международной организации. Есть определенные стандарты, которые мы используем в работе. У нас, например, при работе с семьями мы используем кейс-менеджмент, который в Беларуси не так принят на законодательном уровне. То есть это не обязательный подход. Но для нас это обязательно, и человек должен очень хорошо в этом разбираться. Мы стараемся... Кейс-менеджмент – это управление случаем. Это когда отдельно под каждого клиента, ну, в нашем случае под каждую семью, есть очень четкая градация оценки потребностей семьи, составляется очень четкий план, за семьей закрепляется отдельный специалист, который является такой точкой входа и точкой выхода. Это первое контактное лицо для семьи, которое помогает найти необходимую систему поддержки как вне, так и внутри, и контактирует с семьей, чтобы давать обратную связь. Это как, ну, своего рода как постоянный ментор, что ли, или такое постоянное плечо, которое в случае чего можно найти, на которое можно опереться. И это первый момент, как бы, то есть есть стандарты. Второй момент, мы стараемся все-таки использовать достаточно современные методы и методики, которым не всегда обучают у нас в институтах и не в университетах, которые требуют дополнительного образования, обучения и так далее. Поэтому система составляется из двух моментов. Первый момент, конечно, мы стараемся по максимуму найти людей, которые соответствуют профилю той должности, которая есть. В чем сложность? Не всегда люди, которые подходят по профилю, готовы работать в общественной организации, в благотворительной организации, потому что очень многие из них работают либо как индивидуальные предприниматели, либо в бизнес-структурах. Ну, просто потому что деньги, а наш мир все-таки в большей степени материальный. Если мы не можем найти кого-то по профилю, то тогда мы берем того, кто максимально близок к профилю, и стараемся тогда дополнительно научить. Но помимо этого у нас в организации есть еще система развития персонала, мы ее называем, когда раз в год обязательно с каждым сотрудником проводится, мы называем это беседа развития, когда проводится беседа развития, во время которой выясняется, где чего-то специалисту не хватает, где бы он видел свое развитие, насколько это соответствует тому, как организация будет стратегически развиваться, на что она будет делать фокус. И тогда мы на следующий год в бюджет закладываем необходимые деньги для того, чтобы обучить этого специалиста. Третий сложный момент в работе – это то, что на самом деле, как в любой общественной организации, специалист должен быть многопрофильный. У нас нет узких специалистов. Сегодня это может быть психолог, который работает с семьей, завтра он будет работать с ребенком, а послезавтра он будет делать какие-то социальные услуги. Ну, это так. Мы, к сожалению, не можем позволить себе, чтобы у нас был вот отдельный специалист, закрепленный вот только это и ничего больше. Всегда есть смежные деятельности. Но при этом у нас есть, мы называем это профильная направленность, когда есть специалист, которого мы обучаем дополнительно в какой-то определенной сфере. Например, это может быть специалист по детско-родительским отношениям, либо специалист по раннему развитию ребенка, когда дополнительные знания, навыки узкие, очень, очень высокопрофессиональные, человек получает именно в этой области. Например, у нас есть на нашей базе функционируют 2 комнаты дружественного опроса для детей, пострадавших от насилия, от криминального насилия, либо которые стали свидетелями криминального насилия. И это должны быть специалисты, которые очень высокопрофессиональны именно в этой сфере. У нас в 2 деревнях, где есть такие комнаты, на базе которых работают, у нас есть специалисты, которые обучались именно этому. Но при этом, при всем, они работают и с другими семьями, и с другими вопросами, они оказывают другие услуги. Но если вдруг возникает необходимость вот именно такого вида поддержки, только эти специалисты могут оказать поддержку. То же самое касается, например, когда идет вопрос ранней травматизации ребенка. Есть специалист, который работает вот именно по этой. То есть, когда мы видим, что у нас есть потребность в этом, мы знаем, кто из специалистов может оказать вот эту узконаправленную поддержку.
И это помогает, потому что мы видим, мы фокусируем человека на это и так далее. Это тяжелая работа. Для того, чтобы поддержать, у нас есть система супервизии, как бы, когда специалист... потому что это тяжело. И бывают случаи, когда это очень тяжело. И насилие над ребенком или домашнее насилие – это всегда вопросы, которые такие очень травматичные для специалиста в первую очередь. И поэтому есть возможность пойти на супервизию либо на личную терапию для того, чтобы немножко переключиться и не принести вот этот вот весь груз в свою семью, во-первых, а во-вторых, и дальше была бы возможность оказывать профессиональную поддержку другим. Чтобы мы, вось слухачы, уяўлялі сабе маштабы вашай працы. Трагедыі, дарэчы, можно так сказать. Можете лічбы какие-нибудь привести? Да, могу, конечно, привести цифры. Если говорить про систему поддержки, ежемесячно мы в среднем оказываем помощь и поддержку порядка около 2000 детей и их семьям. Меньшая часть идет это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Это как бы, потому что это деятельность, которая была с нами с самого начала, и это как бы то, от чего мы не отказываемся. Но все равно большая часть – это поддержка семей для того, чтобы ребенок оставался там. То есть это большая часть это направлена на профилактику, на предотвращение сиротства и на поддержку биологических семей, чтобы ребенок сохранялся там. Это великие личбы. Да, это большая цифра. Мы достаточно большая организация, поэтому, да, цифры большие. И, к счастью, у нас достаточно партнеров, друзей, и пока достаточно ресурсов от международной организации для того, чтобы мы могли оказывать эту поддержку. Я хочу от вас какие-нибудь хэппі-энды. Вось ведаеце, што вас натхняе ў такой працы? І натхняе не толькі вас, а вось людзей, которые працуюць з такой цяжкой тэмай. Я думаю, некий финал, правда? Как люди меняются. Как люди меняются. Вот расскажите что-нибудь такое, что вот просветлело бы на душе на вот у такой теме. Я могу сказать из своего личного опыта. Я думаю, что, наверное, это для всех. На самом деле это как люди меняются. Что в свое время остановило меня, потому что я начинала с работы в поле в организации. Но это не мое первое место работы, СОС-детские деревни. Но в самих СОС-детских деревнях я начинала с работы в поле. Я начинала психологом. Я работала с семьями, и когда начинался самый первый проект по поддержке биологических семей в трудной жизненной ситуации, я начинала как координатор, как психолог в этом проекте. И было безумно тяжело, потому что это было новое направление для самой организации, были достаточно тяжелые семьи. Это были все семьи, которые уже стояли на учете. Там начинался проект у нас в Пуховичах, и семьи нам давал по согласованию исполком. И тогда там была ответственная за поддержку семей и молодежной политики Татьяна Ишутинова, и мы с ней начинали эту деятельность. То есть мы подбирали семьи, потому что ресурсы были очень маленькие, и начинали работать с этими семьями, и по факту я была сам себе товарищ, как я смеялась. Я в проекте была одна. Это был пилотный проект, я была одна, у нас было 19 семей, 42 ребенка. Я помню, как сейчас, это было прекрасно. Я была психолог, социальный работник, координатор, все в одном лице. И прошло полгода, и мне казалось, что я работаю впустую. На самом деле, потому что полгода ты выкладываешься, ты стараешься что-то делать, и ничего не меняется. И для специалиста, который работает на месте, это, наверное, самый сложный этап, когда тебе кажется, что ничего не меняется. Вот в этот момент очень важно, чтобы пришла какая-то вспышка, какая-то обратная связь со стороны, которая бы сказала, что изменилось. Вот для меня такая вспышка была, потому что на самом деле я чувствовала, что я очень выгораю, я не была уверена, буду я дальше делать это или нет. Мы делали праздник для семей. Мы начали в марте проект. На Новый год мы делали праздник для семей. И на праздник для семей пришел специалист из полкома, который со списком проверял, кто из семей пришел, кто нет. И когда ко мне подошли и сказали, мы там посмотрели, эти есть, а где вот эти две семьи, мы их не видели. И я говорю, как не видели? Вот одна мама, а вот вторая. И меня спросили, а что вы с ними сделали? Что вы с ними сделали, этих людей просто не узнать. Вот для меня это был такой момент, когда я поняла, что мы на самом деле можем менять жизнь людей к лучшему, мы на самом деле делаем так, чтобы
было лучше семьям, было лучше детям, и чтобы дети действительно были так. И это тяжело. И это не всегда заканчивается хэппи-эндом. Но в большинстве случаев это заканчивается хэппи-эндом. У нас почти 90% семей, которые выходят от нас, которые уходят от нас, это семьи, которые справились со сложностями и могут дальше жить самостоятельно и действительно давать ребенку ту заботу, которая ему необходима, и предоставлять те возможности для развития, которые необходимы. И да, это счастье. Когда к вам приходит ребенок в начале, и он боится всего, он прячется где-нибудь в уголочке, когда мама тоже сидит очень так осторожненько, и она ничего не рассказывает. А потом через какое-то время ты даже на фотографиях видишь совсем другого ребенка. Да, это меняет твой мир, и ты понимаешь, что ты все это делаешь не зря. И тогда тебе хочется делать чего-то больше. И для специалистов, я думаю, это то же самое. Только что ты можешь посмотреть, как это изменилось. Что сложного в этом? Когда ты работаешь с этим каждый день, это сложно увидеть. Вот это сложно. Поэтому надо что-то, что помогало. Иногда помогает даже то, что мы говорим, посмотрите фотографии, как это было год назад, как это стало сейчас. Фотографии все равно передают. Какие глаза у ребенка были год назад, какие они стали сейчас. И для специалиста, который работает с семьей, это хороший толчок. Потому что он тогда не видит каждый день, он видит период, и он видит, как это изменилось. И, это же всегда, когда, знаете, как я смог изменить что-то, и я изменил это к лучшему. И это, я же изменил не для себя, я же изменил это для другого человека. И, это мотивация. Это работает. Я розумію, що я розумію. Але такое питання. Ви, я вже так зрозуміла, з державою вельми добре співпрацовничаєте, так? З ким яще? Кто? Мы вообще стараемся со всеми сотрудничать. Почему? Потому что это, партнерство и сотрудничество – это такая база для того, чтобы действительно результат был очень хороший. Поэтому, да, мы стараемся сотрудничать со всеми государственными структурами, мы стараемся сотрудничать с общественными организациями, которые есть в этом поле. Если говорить, например, мы стараемся сотрудничать даже с религиозными организациями. У нас есть жесткое правило, что мы позиционируем себя вне политики, вне религии, вне каких-то расовых предрассудков. Это правило. Но мы сотрудничаем в то же время и с православной церковью, и с католической, и с организациями православной церкви и католической. И у нас бывают совместные проекты, и совместные мероприятия. И, как пример, у нас есть совместная деятельность с Каритас, и это было и в Боровлянах у нас были совместные мероприятия, совместная деятельность. И у нас совместная деятельность в рамках проекта в Минске «Счастливый малыш», когда мы... И это может быть разные вещи. Это может быть обучение совместное, это может быть поддержка семей, это могут быть какие-то социальные мероприятия совместные, это может быть адвокация совместная. У нас в зависимости от региона и в зависимости от темы, с которой мы работаем. Да, если брать, например, тему оказания поддержки женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, то это тогда выплывают такие организации, как «Гендерные перспективы», Белорусская ассоциация христианских женщин, потому что они в этой теме работают. Если брать другие аспекты, то тогда выплывают другие организации, которые работают в этой сфере. Поэтому сеть достаточно большая партнерство, и мы всегда открыты к новому партнерству. Понятно, что государственные структуры очень близки нам, потому что мы работаем на одном поле. А поддержка детей, защита детства – это ответственность государства, это то, на что затрачивается достаточно много усилий. Но ресурсы ограничены у них. Ресурсы ограничены у нас. Когда мы объединяем эти ресурсы, когда к этому подключаются еще и другие общественные организации, то получается достаточно такой большой, как я говорю, большой уже бассейн, а не просто капелька, в котором действительно можно уже делать такие достаточно качественные, высокопрофессиональные и, главное, для большого количества поддержку. Когда все начинают пытаться делать что-то только со своими ресурсами, дублируя друг друга, то понятно, что тогда и система поддержки будет некачественная. Питання тоді таке, чим вам можна допомогти? Ось ви сказали, що там вузькокваліфіковані спеціалісти потрібні, ось ви їх знаходите. Ось просто волонтерство, наскільки воно розвито, наскільки увогуле, як вам допомагають, добре чи ні, розкажіть. І увогуле, ось у яких керунках?
калі у каго такое жаданне пасля, напрыклад, гэтай праграмы ўзнікне, якая Ага. дапамога будзе карыснай і ў тэму? Мне всегда сложно говорить про волонтеров. Объясню почему. Потому что это все зависит от того, в какой области это волонтер. Поскольку мы работаем с детьми, мы работаем с семьями в трудной жизненной ситуации, то понятно, что это такая очень чувствительная сфера, куда не каждый человек, который просто хочет помочь, может прийти. Есть области, куда, да, можно прийти. Например, у нас была прекрасная группа волонтеров, которые помогали сделать ремонт в комнате ребенка или сделать ремонт в помещении, где живет женщина. И, конечно, есть семьи, для которых это очень важно. Да? И если у людей ограниченные возможности, если это мать-одиночка, которая в одиночку вынуждена, если это многодетная семья, которая действительно вот эта помощь и поддержка очень важна, у них нет ни ресурсов, ни времени. У нас были ребята, которые прекрасно это делали. И на самом деле это было и для семей очень большое подспорье, и для нас, потому что у нас нет таких специалистов, которые могли бы это делать. Меня смущает ваше слово «были». Потому что это же надо, чтобы было желание людей. Мы же не можем, кто хочет, присоединяйтесь. Загорелись, помогли, и потом... Да, к сожалению, мы не работаем на мотивацию волонтеров. К сожалению, потому что у нас нет ресурсов на это. У нас есть ребята, которые... Мы не называем их волонтерами, потому что это друзья, которые помогают организовать различные социальные мероприятия для детей и для семей. И это может быть на территории деревни, это может быть на территории центра, это может быть даже где-то в городе, куда они приглашают наши семьи, потому что для детей всегда очень важно, чтобы у них в жизни был праздник, и не всегда, к сожалению, семьи в трудной жизненной ситуации по разным причинам могут себе это позволить. И у нас есть прекрасные друзья, которые помогают этот праздник сделать, когда они приглашают детей, когда они дарят детям какие-то мелкие подарочки, сладости и так далее. И таких людей их все больше и больше. У нас есть друзья, которые приезжают поиграть с детьми, как мы называем, в футбол, на экскурсию на какую-то пригласить и так далее. Если говорить таким сухим языком, это волонтеры. Если говорить на самом деле, то это не волонтеры, потому что это нечто большее. Это люди, которые тратят свое время, потому что это дети, и это не может быть на один раз. Ты должен понимать, что если ты пришел, то это постоянно. Если брать профессиональных волонтеров, к сожалению, у нас таких практически нет. Но опять же, потому что для специалиста выкроить время на постоянной основе достаточно тяжело. У нас есть партнеры, которые предоставляют нам скидку, которые делают это более дешево, но все равно это специалисты, которые, это не волонтеры. Это нечто совсем другое. Если говорить, как помочь организации, есть разные системы, система, как можно помочь. Есть, когда можно помочь семьям, с которыми мы работаем в разных областях. Иногда это даже какие-то вещи, которые нужны для семей. Мы печатаем достаточно часто в социальных сетях информацию о том, что, например, нужна коляска, или нужна кроватка для ребенка, или еще что-то, и люди очень откликаются. Есть ситуации, когда можно помочь, опять же, просто обратившись, сказать, я, например, не знаю, я могу с детьми играть раз в 2 недели в футбол. Или я могу для детей сделать какую-то сессию. У нас наши бывшие семьи, которые получали у нас поддержку, к нам очень часто приходят, и они становятся волонтерами, когда они выступают как менторы какие-то, как люди, которые могут поделиться опытом, как люди, которые могут организовать какие-то рабочие встречи с другими семьями, какие-то мероприятия для детей, какие-то обучающие мероприятия для родителей, разные, по рукоделию, по готовке, все что угодно это может быть. И, конечно, у нас есть люди, которые помогают финансово через пожертвования организации. Почему? Потому что международные субсидии год из года становятся меньше, у нас всегда встает вопрос, опять же, потому что в Европе начинают меньше помогать нашему региону. И всегда начинает вставать вопрос, что делать в этой ситуации. Сокращать количество тех, кому мы помогаем, сокращать объем помощи или все-таки пытаться найти тех, кто может помочь и делать больше. И нам удается с каждым годом помогать немножко большему количеству, потому что есть люди, которые через свои пожертвования расширяют нашу систему поддержки. И это на самом деле очень большая помощь.
головы. И если это люди, которые делают это на постоянной основе, то для нас это наиболее ценно. Почему? Потому что мы можем планировать свою деятельность. Это дети. Мы не можем сегодня взять ребенка, а завтра сказать: извини, мы больше не будем тебе помогать. Наша задача, если мы уже взяли ребенка, то вывести его на такой уровень, когда он не будет нуждаться в нашей поддержке, когда он сможет уже более-менее самостоятельно. Или когда кризис какой-то решен. А это не всегда происходит здесь и сейчас. Мы практически не работаем с, как мы называем их, разовые клиенты. У нас очень много программ поддержки, но это программа поддержки, которая рассчитана на долговременную, постоянное внимание. Потому что, да, для нас это важно. Мы тогда можем планировать, что мы можем сделать, и для какого количества и как много. Мы, амаль што адгаварылі ўжо весь нам паложаны час. Вось я просто хацела чалавека, который працуе сем'ямі ў крызісных сітуацыях, запытацца. Вот зараз усе кажуць пра крызіс сям'і. Вот што вы можете сказаць на гэту тэму? Ведаеце такое, што сям'я, яна ўжо неяк так отыходзіць, не галоўнае становится для людей. Вот вы скажите. Не знаю. Для меня это сложный вопрос. Я не думаю, что семья становится не основным местом и не самым главным в жизни человека. А просто, наверное, с развитием цивилизации появляются другие моменты, когда на семью людей перестает хватать время. Для того, чтобы поддерживать какой-то материальный статус семьи, люди начинают пытаться заработать больше денег. Иногда работают на 2, на 3 работах. И на семью уже времени не остается. А по факту очень много из того, что в жизни будет происходить, оно зависит от самой семьи. Потому что ребенок впитывает все в семье. Да, есть школа, есть детский сад, есть социальные сети. Но информация, которую ребенок получает вне, не всегда на самом деле она коррелируется с тем, как ребенок будет жить в будущем, какую семью он в будущем будет создавать. И все равно важно, чтобы в этот момент был кто-то, кто мог бы рассказать ребенку, на что ориентироваться, какие все-таки есть ценности. Раньше было проще, потому что раньше, во-первых, там часто жили с бабушками, с дедушками, и когда родители работали, бабушки и дедушки эту функцию подхватывали. Теперь это сложнее, потому что очень часто бабушки и дедушки живут отдельно. Развился очень наш мир очень, очень технологичен. И, конечно, очень много в социальных сетях. Но в социальных сетях очень сложно отфильтровать информацию, где то, что кажется, и то, что есть на самом деле одинаковое, а где оно разное. И здесь тоже хорошо, если есть в этот момент какая-то поддержка, или когда тебе кто-то говорит, на что обратить внимание, что может быть действительно то, что есть, а над чем можно подумать. Но это должны быть какие-то вопросы, которые не возникают просто сами по себе. Это все равно должен быть определенный процент. И, к сожалению, да, мы разучились очень часто быть родителями. Мы очень часто не можем найти время поиграть со своим ребенком. И ребенок чувствует это, и поэтому начинает отходить тоже немножко на задний план. И он вырастает, и он понимает, что у него в семье этого не было, значит, это нормально. Он не вырастает очень часто с тем, что это плохо или хорошо. Он вырастает с тем, что это норма, потому что он так жил. И если рядом с ними другие дети жили так же, и они, обмениваясь информацией, да, они жили так же, для них это норма. Если никого не находится, кто в этот момент может сказать: стоп, есть другое, и посмотри, вот другое выглядит вот так. И пока не начинаешь задумываться, что на самом деле норма. Норма это или норма то. Когда у тебя нет вот этой ситуации подумать, нет ситуации выбора, то я живу с той нормой, которая у меня сформирована. Поэтому, я не знаю, кризис семьи. Есть прекрасные семьи. Нельзя сказать, что кризис семьи. Есть прекрасные семьи. Есть семьи, которые, потерялись, что ли, которым просто никто вовремя не подставил плечо, и так получилось, что они немножко потерялись. Есть семьи, которые просто сами так жили, они считают, что это нормально, и никто в свое время не сказал, не показал другую картину, как можно жить по-другому. Все по-разному. То, что людей надо учить, да. Людям надо давать новые знания. Это да. Это самое оптимистичное, насамрэч, за всей размовы, что все меняется и до лепшего часа. Если мы хотим изменить мир, мы можем это сделать сами. Я всегда говорю о том, что если ты сделал хотя бы один шаг навстречу, даже своему ребенку, ты изменил мир к лучшему. Да, ты изменил мир. Ты, все, каждый сделал по шагу, все. Не такая большая планета, нас много. Дякую вялікі, Тацяна. Я думаю, што
Я чакала, калі будзе гэты сказ фінальны. Вось ён. Дзякую вам Спасибо вам вялікі, большое. што зайшлі да нас у госці. Развітваемся з вамі, дарагія радыёслухачы. Пахвалёны Езус Христос. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі